Мы не знаем, но они знают. Камни знают. Даже знают деревья. И помнят. Помнят, кто назвал горы и реки, кто сложил бывшие города, кто имя дал незапамятным странам. Неведомые нам слова, все они полны смысла. Мы живем у славного синего моря, у берегов Байкала, самого бесценного дара Создателя. Байкюль, богатая щедротами Творца озера, как называли его гунны на древнетюркском языке. Здесь, на территории Бурятии, раскинулись райские долины и заповедные места, бескрайняя тайга и великая степь. Именно здесь, словно в сказке, оживают предания, легенды и сказания. Здесь бытует народная мудрость, почитаются обычаи предков, уважаются традиции и верования соседей. И вот уже тысячи лет здесь живут люди, очарованные сакральным местом, с его мощной энергетикой и первозданной чистотой. Эта история началась несколько веков назад. Великое переселение народов оставило свой след. Тогда, во II-V веках нашей эры, появилась Великая степь Дышты-Кыпчак. Степь, как добрая мать, дала миру правителей, полководцев, ученых, а сама всегда довольствовалась малым. Это было в нашей традиции. Другу в степи отдай самое лучшее. Так повелось еще задолго до Аттилы и Чингисхана, с начала великого переселения народов, и продолжалось веками. Юрта, отары и вечное кочевье — это все, что оставило ей небо, а с ними уклад и преклонение перед традициями, свод законов Яса Чингисхана, несгибаемый дух и удаль, уважение к благородным поступкам. Так жили степняки, почитающие Тенгри. У них действовал единый свод жизненных правил – кыши-хакы. Простые и понятные, как день и ночь, общечеловеческие заповеди. Их и сегодня придерживаются все мировые конфессии. Так жили гунны, начавшие великое переселение народов. Отсюда, из центра Азии, ушла в мир идея единобожия. Вместе с ней шли люди, которые в раннем Средневековье составили честь и славу Европы и остального мира. Страшны потрясения былого, как землетрясения удары. Из трещин истории снова. Татары, я слышу, татары, как всякое прочее племя нас время качало, что море. Но имени тяжкое бремя копило, и славу, и горе. Ведь дружбу крепил я не страхом, врагу не продался ни разу. А плоты мои стали прахом, но имя сохранно от сглазу. Оно, не давая покою, при всех умолчаниях корыстных, все ж брежет за каждой строкою российских томов летописных. Обитатели Великой Степи были всадниками, сильными духом и светлыми разумом. Это они, в совершенстве владеющие луками, употребляющие кумыс, создали первые сухопутные транспортные средства на 4 колесах, установили на них кибитки и стали передвигаться семьями, осваивая огромные пространства Евразии. В Великой Степи люди жили просто, так же, как и на Древнем Алтае, упиваясь свободой и радостью. Любили вогнать в пот коня, чтобы послушать музыку ветра. В седле рождались поэмы и песни. Большего кочевникам и не требовалось. Ак-Юл, белой дороги, светлого пути. Такое благопожелание говорили воинам, идущим на битву, и путникам, отправлявшимся в дальнюю дорогу.
Все тюркоязычные племена, жившие на землях современной Бурятии, Маньчжурии, Монголии и Алтая, считали, что имеют родство с татарами. Это было престижно, подчеркивало их значимость в племенной структуре и повышало их авторитет как знатного, царственного племени. Однако судьба народов изменчива и изобилует резкими поворотами, взлетами и падениями. Так случилось и с местными татарскими племенами. Но если одних судьба губит, то других, стойко переживающих трагедии и утраты, закаляет и делает еще сильнее. Как в горне кузнечном от века мишары, кипчаки, сувары, и гунны, и булгары, крепко сплавляясь, терпели удары. Бывало жестоко горнило, сцеплявшее племя и племя, но нас, как татар, оценило и нацией сделало время. Продвигаясь на запад, изменялись люди, их традиции, язык и обычаи. Но сохранялся дух победителей и непревзойденных воинов. Так завершился один из многих великих этапов нашей евразийской истории. Начиная со II века, созданная гуннами и объединившая многие племена, в том числе и готов, мощная держава Восточной Европы в результате длительной борьбы преодолела и вытеснила всю рабовладельческую систему, сделав Европу феодальной. А затем, в V веке, выполнив свою миссию, распалась. И лишь Создателю известно, когда история делает свой новый виток и возвращает все утерянное на круги своя. Вот и татарские племена не исчезли. История, сделав крутой поворот, вынесла их на самую стремнину. И сегодня этноним татар объединяет 9 миллионов татар со всего мира. Название народа алмазом гранилось веками для славы. Его не отменишь указом, сверкает в единстве оправы. Справляя по прошлому тризны, не помня про древнее братство от имени, как от отчизны, отречься всегда святотатства. Да не перейдут из былого в грядущие злобные свары. В истории снова и снова татары услышу, татары. Эпохи уходят, а вновь открывающиеся страницы истории России говорят о том, что все мы живем на родной земле. У нас общие корни и ценности. Наши предки с неутомимой настойчивостью, волей, упорством, верой в себя и в Создателя открывали новые горизонты, города и страны, создавали новые государства и цивилизации. И эти духовные скрепы останутся с нами на века.